Олохтун күндү көөх экраны көрөчүлөр өрөгөй аренаттан биһиги быха эфир бытын сагалыбыт. Онна жа улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин сырдык керехигер 15 төгөлүн ытыллар народтар иккердларнагы турнир түмүктүр чаха тиен келлем 2 күн устата 10 яхынга тыңахна катыгыла капсыгылары күрәннәх тустуду кетен көрдүбүт. Онна жа бүгүн биһиги берибит түмүктүр чахындагы финаллары оннатан боронса хин кирсилери биһиги көөх экранынан быха эфирге көрдөрөкпүт. Онда жа ровно 6 часка манна барабаңа оньоктара диджей Анныгылы тадимнях музыкатын истиякпит. Окурдук быйыл терячилер олус ураты көстүүнү белемнәтләр. Оннатан жа бир бастыкынан мен саха сирен сүймердемит командата белеми ахар кинин директорин Михаил Дмитриевич Пахомов кеттекастиях магарыбын жабахалста Михаил Дмитриевич терехин тугунан ототугу этиңетей быйылгы жа 15 турнирга кайда белемнен дигиди. Тарахын тәккәне бултын бе организатордар hem белемне татыбыт директорга барта карачуга доны болун демет. Ола бетер семьянын каларга олорга ден онюлары белемне атыбыт. Бу экран турды бут үз көбөрнөн турады прямой эфир болотар оннатта ким кинден кахан кирерин бартын көстөрөр. Онта билген бу официальная торжественная часть ден мероприятие бу салонlara олог аяк кем калды. Онтон бу бәһә бүгүн Күрдәк интернет капсылар болдылар. Күрдәк интернет капсылар болдылар. Оннан билген финаллар онна үс боронсы медальясын кисинде ме билген калды биге. Хам интернет чахадемит. Бу экранда туһунан сетиягы багырлар күндү көрәчүләргә мие тагылан туран бу үс көбөр устатын тухарыди арена үрдүтүгөр көрәчүләргә табагастак булын ден тусту берәдеген хамыта барта көстө турда оннан үс көбөрүнән тустулар мелухан экранга көстө турдылар. Анда жа кыйлактарга быйыл тоққандык биристер балдары. Отон качадан приз бар, оннан бу биге бәйбет эме коллектив бутунан триумф коллективнан бу бәйбет окуйдубут, онна Коркинмытын атон өдөбүнү курдук эм бир наградный тубулька халар, ола бетер бихи бу карате капсатакканы маны кубактыр берекпет, кыйлактарга. Маны курдук бу улана латунь материалы онна 999 пробалах таханан подолочундай ола бетер көмөк болор. Мантата ола гранит, кыйлакта бара маны кубакалактара, онтон булана Бу нене кур этеди? Бу нене кур эта, быйыл булана кубакын. Онотто маннык металлдери берекпит, яғаны 300 грамм бу диаметрі хеттуон, онда кетите буланы 1 сантиметр. Онтон бәйті материалы борон саттан, оны ме 999 пробалақ көміс болыр. Бу көміс металл кені, 2 металл кені никель, таханан өттіті, онна 3 месе кені боронса болыр бұлады барда. Олен оттон кайлақты бұд Хевелёхтер деметте бе тока харска түгә бадгачы макемеда болок олимпийский медаль курдук денатон хайхабытта оленте бе онтон йөрәбетер улайды. Онотон бастың тустукка эмете боларын курдукти. Мана мей капсиякка борцовка бар. Беге оҗатта буттан балишта буттан уже 100 жылын манда бу үрүнкемез борцовка йөрәбет, шөй тустукка ден Лерахал Даурбеси дакал быта, булырын Расадин Виктор быта, быйыл да көрөкпүт ким үшө тустуну көрдөбүт олулага. Манда бар соққы олады. Бу үһүс төгүлүн туттарат ди. Үһүс төгүлүн аха, үһүс төгүлүн. Михаил Дмитриевич яха лахан мактал болдун, онотон бу сыралах улагат өтүмүгө түмүктенере чуга хата, ата билин хамай миниге хажа самай интерехне халла. Хамай интерехне халла, атым Финалдан жеттен бихе бу оттак көстак релат союктак ораты бут. Эме жоңго чөй болун. Оны спортсменна бутер эме чөй батык. Вере көтө чөй тустун көтө дүннөр демит. Оротон быйыл кадар хаңтагар даганы элбах көрөчү мына арена календарда дип. Онтон тустукта бутун поддержкалар, онтон мантан кибит бихе үпкачыны бартын сыбоога инике көңгө хажа бихе отыр бутер да үтемиттен. Де билдер бит, онун ногыты бутахан. Жабе хатын салаяр коллективкер, онотон билен турар биһиги багыстыр бүтүгәр, спортсмендар бүтүгәр ситихини багарабыт. Анда жабилен күндө көрәчүләр багаһаңы күн түмүгүнән капсыгылар түмүктеринен интервьюда истехайын бахалста. Ono John konkurensi Elbir, Ulatar, Ularyer,
Саңыттан саңыт устуктар келелер. Манна амбастан атаммыт аттар ол кенне 1-2 сыл егер андойдуга континентларынан атаналар, onun табу үшөй турнир дехим барам. Мен манна табу бихи сакалар битер, бу сорох ырхан яхны отыр баллар. Бу Иван Николаевич итилләчләре би команда вот оларга көмөлөбүн, бу кали товарыстарын бирге деректенде жыбыт соготох 1-2 болгон калбит бу Россия регионнарынан калбит олаттарга киннерге бу товарыз да быгытнан тагыттар болай, ну соготох тустайдылар эми хәттәр онытты болгонта берен аннык өйән каян секунданный онны бу Киргизия командадыттан 3 гол кален тустайдылар. Улахан үшөй тагына кылыптыр. Ну оларга бу эми тренерлер калбиттерин онны bir команда тан хәттәр жон быгытнан да эми бу көмөлөдө. У вас такие заложены, такие выдающиеся люди, которые представляли Якутию, и ребята, которые сейчас представляют Якутию. Насколько я помню, в этом году победитель первенства Европы есть, призер мира есть парень, поэтому есть подрастающее поколение, которое способно в будущем бороться на Олимпийских играх. Дело в том, что Дмитрий Петрович до сих пор собирает выдающих спортсменов. Здесь участники Олимпийских игр, чемпионы мира приехали на этот турнир. Поэтому состав участников, состав судейского корпуса, который также обслуживает эти соревнования, которые судьи отобраны для этого турнира, говорит о том, что качество турнира и для зрителей это будет красивая борьба с красивым судейством и с красивыми красочными схватками. Бу 2 күн устата өрөгөй кийинге улахан спорт тусту брахнега чакчы олохтонда денете ханада унаттан бу сибилиген сахалартан бастакы олимпийский чемпион Роман Дмитриев тугунан кийле ухулдутун сагалатлар онда жабу манна бустан олорор көрөчүлөр эми бу кийде устутугар кыттар болдулар. Онтан жамин аттыбар келен турар Дмитрий Петрович Коркин эми бир бастың итиллячиде игры доброй воли ден ойнулар кыйлага СССР спордун үтөлөх мастера Василий Николаевич Гоголев же терехине тохадах бара турары уна бу сибилигин агай тренер Будимир Григорьевич Яковлев декенигетин сүрәхтәните булды же бастан онтон хагалый хади бу киниге сүрәхтәне диттелен сибилигин тиенкеллин ана же терехин хада хастай. Так, Будимир Григорьевич Яковлев саңа кенигете сүрәхтәнне бу киниге сүрәхтәне Hüdde Galbaki var, birge ülelevit doğattara, birge yöskevi kölünelere, kergetlere, olara, siyendere geldiler. Ona tabi tustu, arkadaşta olak diyen kinige sürektemitinden Vladimir Grigoryev ititik istenini konda kendi simiyatın ağadal dibin konuldan. Ta bugün bulanıttan ebeğe bugün Dmitri Petrovich Korkin 15 tevülünü tıllar kuraktehi tümükten erer. O kuraktehi ötün bu ki finalinde sıkvakıta kaldı. Tak. Bu bugün üç meştini bu cahîn karşıylar boldular. Onu kamayalıyım bihige hürdek kamaltılaktı kartatılatı bit. Ondan minetiyemete Alek Pamini kalıvırı bu kini katların yen hama bestliğine minüte kadar lület edecek bunda nada kini katların yen edettin lület tutuyorlar aras katı kıyet edeceğini bilirdi. Bir siyahı donluk bir katın minütünün tak araran taktikini bağlıyık nada. Ondan Timur Nikolayev eme kamaltılaktı katta diyecek nada toğ jetakına kini eme Beslinin minütlerge mezeli hata atakından baran könüllüle bata kalıvara men sanıyak var kapsakay priyomdunun tuttu bu tutular araskata iki bağlılıkta. Ona tekinimi kenetten kamaltılaktı katada. Ondan üst vakka ne şeyde karbatağım ondan kuraktehi tahama
Күштәк якынада эдер спортсменнер калбиттере бияга сүддәктик бейтini сүддәкти вердер дибен. Оннан бу регионнарынан ланкада Иркутска, Кемерово, Красноярский край тустуктора хүдә белән нафты калбиттер якынада. Оннан биге хамай кәкеле олар юлы туакпут регионмот Бурятияттан әмі кәләнләр бүгін 200 местен ұлылар. Онаттан өссі дағаны бұл күрәқті қайда тұран бағарабын. Марын Александр Николаевич Иванов манықтен әппетесіп. Бу күрәкте хиге кирерге сүймер болар биге сахасының командатыгар ден. Элбак бага йога кирбекке ата бриталылдан кирелләре болар ден. Эн кулур мана туханалакны. Кинеңдә. Бу турнирга сүймер барара болар дентер. Ата бу холовар бу күрәкте хиге кыттарга урукко тренерлер холовар Дмитрий Петрович Тан сағалан көрәктәйге білемне оны гиталларды. Бияға бола білген кем білемден ол көйтінген болар. О күні мұнаттан кем білемден оны кілдер яқанады кемді. Білемі оқ енді кілдерім яқанады. Ұры көрәктәйге барар болақына теренендер әтәлдері де үшөйдік жарықтан нақына көрәктәйге барар елген. Оның көрәктәйге барарығын өсі шөйдік жарықтан ағым. Олонлuk sığlı soru durur kanada gibi. Ondan hamı kalamne videolarını onu individual ölüyor kanada. Opsiyonelten başkalan individualne beyter barar priyomu, beyter septiber, onur priyomların. Ondan bege urukku tustuga Urukku olatlar hüddah Türkan hamsınırlaktırdı. Bilin oğullar kaytarı sanavar butanmaydı hamsınırlaktır. Ondan hamı kılamda Türkanlık, tobulan Türkanlık priyomu oranında ben bağlaqpın. Buradan bugünkü günge Dmitri Petrovich Gorkin tuğunan eme aktan sananılıqqa deyil. Olburda ehiginde kadar jarıktır etey. Kurakta higa bu kömürgen akıqıdın yenegin tügü sübelen eden bererdey. Atan Dmitri Petrovich beyte kolavra uopsay jargı gitanmaran üst yöt parana kaldıran individualne jarıktır. Onda olana kolavra miyakatını atın oğullarga miyatını öğreter. Onda ola kolavra miyakatırıda tobuktan tustuman yen Turanları tustu kanada kim tabuktur ol butan yen. Ondan hamı kalamna priyomu onu verin ya kadar. Priyomu bollakına hatan ulakan tustu bol bakın. Onun oğullarga bu kır oğullarga tiyemete bastan bu kenigeli ve bihigi verim ipi kuttuk. Az bakını verit ya kanada bihigi bu az bakını veritemmet bu kumanı veritemmet. Ağar bu buput tustuga me priyomu verette kana çoğuna üddük seytilerine. Onaca bu bugünkü turnirga tanen himbir manna urukku sportsmenler, veteranlar bebe atın kıtta körsöğü, bilsəği, kimi körstün, tuğu kaseter bolağıtı. Atan kolubru bugün atan beğe bugün bu örgüy orağa yigar elbaki kalbit yakınada kalbit ödükler dağını tustuklar dağını soğallar. Onun beni elbaki ne kıta görüştüm. Tustuğunu taptarçılar bir yaka köyünü bağırırlar. Onun bulatın kaham varır gacatçı bollağını katattakını komayollar kaytakını verirler. Ondan kendiler bollağına
Üle karakterinden manna kara kalbetçiler elbakter. Karakter televizyonda görülür bu raksitten kayan kalbetler. Bilgin sol sabırlan erer. Ondan kalbetçilerge karatçilerge bakarım ete. Össe kalenge karar bolun demin. Oradan bu saha tutuklarından diyeyim. Saha tutuklarından beğen kimi belediğin ete bu ederderge de bulduğun olur indikiler hoş tustuğu kıyınca kimi kara onu. Atan indikiler ulatlar elbakter. Talağına ulatlar elbakter. Olur şu ödü verit yakın ada. Ondan Konstantin Kaprina var. Ondan kendini tenge faminde buldun. Lep Pavlov da buldun. Ütünü kendini gitti tenge hütter ulatlar emi çok sıcak oğullar elbakter. Olur emi vereten takayan kuraktiyi gittiğinden ösü kendini sayınları kanada. Ondan bu ağam sağ doğustu olur. Şefsizde kurduk kimi metoda kadın hep takandı kimi sportsmeni kıtırı. Öyle her kurduk olur onu keyin kepsetiler paraçılar doğu. Ondan kalavra şefsizde kurduk. Olavut. O gün amaraton bir haka tirinler beyler kal yaptırın nada. Bir olur bu tür manlık kalangın kodlar cenner. Ondan bulatan bin bilgin Kapronovka ağayak bireme hırttım. Ondan Konstantin Kapronov'u ürettim. İliyin mançarga emi üretebilin. Paminga hacabın. Şimdi o trenler koncerstatörüne min akas tavapın. O sibe ma kurduk bir an dömeder oluk kabirke ben de giren öyle hekat yaptı. Atan kenarga kayda kulu liyaktağıtın kayda tuğu tuttuğaktağıtın kabirge kodurabın. Onu kenartın beylerin ister yarılığından öğren yaktirin adı. Mesela kaç yakatan maktal buldun, bir heka bu hafifge gelen ben sanağın illestibikke, rıtın bu turnirga, tustu bırahinniga sedağını salganan barar, namandan kehesi, hametin ahandak kişiler bakalırlar. Bilgin tahan kişilerge bir görüyor büt, kim küçtak, kim Türk'ün hamsanıllah ol kaydın. Her bütün kurduk buldun, maktal. Gündük öğrencilerde birin dolu soru bir emenen Korgen turnirin yürülək çaha sağlanığa ol kenne tutam finaline hapsıhılarga kiriyakbet. Onto mana teriyatçiler cem sahalar kirbet baronsa kirsilerin üst hapsıhını bu kehengi programaga kallardılar. Onun bastakınan köbürge Piotr Konstantinov taqsıqtara baronsa hin ol kennetten sukurcu kömüs metalleri görüyokbet. Ol kurdukça baronsa metaller manık kömüs finallar büstlergar kiren yerdiler. Oradan bileyim eterge deri mittigehi müdehekke hallarımın kevike deri samay tıgahına oradan bu saha köröçülere, gılcağçılara orduk gılcar beğostörün bihin seti kilaga Lev Pavlov ondan 74 kilaga Viktor Arastanin kirsilerin samay müdehekke hallarına tümüktür kirsi kömüs medalihin saha beğostörü kirsilerin körüyokbüt. Kom tuak nah tuak. Osman nah itu duhlak itu. Tulai eskevit. Ini gana mulla nah ahana masjid. Oğluru nah takdir ete. Oğluru nah ahanar harahiyar bili. Kurabaya oğlur kelenler. Onnas kolay öğrenirler. Doydu. Yediritten vattarıttın deyen. Orustonu ahanan nah ahanar bulatçı. Kina ustan ağlamaran anaratan beçetetten ağlamaran bu manı agaydık bu deriyen karana buldu tohtan kasbidi kadri ayman tohtatan tötürü tarmanı matajdan hatta kaya tustuk tok buruyum ororun kini bu kara karanga man olorun kini barzın körörete manlıkının erittelen karan aprulyon nadir kadrın ağlamaran bu kaskatı hetteren bu kasbidi kadri batı munyan baran beçetetten kinülete.
Саха АССР РСФСР уанна СССРС ütüylək тренера, Саха АССР ütüylək учутала Дмитрий Петрович Коркин тыгынчы 900 сүрбағы сыллаққа балаған айын бәхес күнігер чурапчы орыюнун кытанақ нәхелегер күн сирин көрбіді. Тыгынчы 900 jordunaға сыллаққа борғоннауғы хәтті кластақ оскола кәннеттен тыгынчы 901 сыллаққа Джокускай курат 2 нөмердәқ осколатығар үйренмеді. Ол кәннеттен Александр Иванович Герцен адынан Ленинградтағы педагогический институту тыгынчы 956 сыллаққа битерерігер самбаға спорт мастера атын ылбыда. Бұ кәнне түрәбі дөйдетугар ожулуңа нуутча тылын уанна литературатын учуталынан үлеләбіді. Манна көңіл тұстуға секция арыян оскола оғылырын уанна үтчаттары әрчиен барбыда. Соторы кәменен спортивны қайысқылақ интернет осколаны арыйбыда. Бу осколаттан корсын анинан 400 jordunaғыз тұстук, 115 СССР спордun мастера, 12 андойды кластақ спорт мастера, 4 сөз үтілік спордun мастера итіллен тақсыбыттыра. Дмитрий Петрович кәргенінен педагогический үлі бәтірәне РСФСР нұротын сырдаты үлетін тойгуна Александр Семеновна Коркиналын Гея Дмитриевна ден учутал кыз оғыну итен тахарбыттыра. Сыллар тухары улуу тренер учутал Дмитрий Петрович Коркин сырды каата аттанан күн бүгін 15 түгілін көңіл тұстуға андойытағы турнир өрі ұйтыллар. Добрый вечер, Якутск, добрый вечер, Триумф. Сегодня у нас главные финалы 15-го юбилейного международного турнира памяти великого тренера, педагога Дмитрия Петровича Коркина. 10 весовых категорий и 10 финалов, в 4 из которых будут представлены воспитанники Якутской школы борьбы. Вы наверняка, да, все вчера смотрели и предварительные схватки, и полуфинальные. Ну а сегодня схватки только за медали, за золотые, и несколько схваток для вас специально с участием якутских борцов, которые, да, бронзовые финалы. Перед вами таблица выхода на ковер. Так, ну и мы сегодня, да, посмотрим замечательные схватки, жаркие схватки. У микрофона Александр Посельский и мой коллега Максим Дмитриев. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, уважаемые любители вольной борьбы, да и в целом спортивной борьбы. Да, действительно, сегодня будут проходить финальные поединки. В целом нас ожидают 13 схваток, из которых 10 за золото и 3 за бронзу. Как уже говорил, да, Александр, перед вами вот те соперники, которые друг с другом будут выходить на ковер и устраивать жаркие баталии. Вот перед вами тоже, ну, в ином развернутом виде тоже представлена таблица. Тоже можете ознакомиться, кто с кем будет бороться. И действительно, сегодня, Александр, очень жаркие, да, схватки прошли в утешительной стадии. Давайте чуть-чуть пару слов о них. Да, ну, до обеда прошли утешительные схватки сегодня. В обед прошли некоторые схватки в категориях за бронзовые медали. И к нашей радости, да, у наших борцов, в частности у Андриана Ленского, Никиты Хабарова, завоеваны 3-е места, бронзовые награды международного турнира. И еще несколько борцов тоже будут сегодня бороться. Например, вот 61 килограммов Петр Константинов, Яков Павлов. Нюргун Сергин, Кирилл Эрхитуев, да? Да. И да, действительно, вот через пару мгновений уже стартуют финальные поединки. А перед тем у нас, уважаемые телезрители, будет перед вами на экранах торжественная часть соревнований. Да. И вернемся после торжественных мероприятий, после торжественной церемонии. Никуда не уходите, станем свидетелями ярких и жарких схваток международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. Да, ну, атмосфера, да, в Триумфе вообще, да, у меня вот мурашки по коже бегут. Полные трибуны такого, ну, такого, я такое видел, да, здесь, но не часто, да. Давно не было, можно сказать. Давно не было. В прошлом году было, да, тоже на турнире Дмитрия Коркина было такое количество на
Кубке мира, да, по вольной борьбе. И да, действительно, трибуны очень сильно заполнены, перегружены, можно сказать. И действительно в спортивном комплексе «Триумф» царит настоящий праздник спорта, атмосфера праздника. Каждый зритель, который пришел воочию посмотреть вот эти финальные поединки, сейчас ждут с нетерпением выхода на ковер всех борцов, вне зависимости от того, якутский это борец или борец, который приехал из другого субъекта или другого государства. Да, в последние годы у нас стали, да, очень на высоком уровне проводить международные соревнования, оформление, звук, свет. Да. Все на высшем уровне, поверьте мне. Не всякие соревнования могут провести на таких уровнях. Да. Это и свет, вот как видите, да, и звук очень хороший. И вот живая музыка перед вами, Байтакан Батаков, да, артист театра эстрады. Ну там целая группа, да, по-моему, играет, или Байтакан. Да, под сопровождение музыки очень хорошо играет на ударных инструментах, на барабанах. Ну и состав участников финальных схваток у нас действительно звездный. Здесь и чемпионы мира, чемпионы Европы, многократный чемпион России. С азиатского континента, да, тоже? Да, в том числе и наши 4 финалиста. Лев Павлов, наверняка за борьбой Льва Павлова следят очень многие. Виктора Рассадина тоже. Константина Капрунова, нашего капитана, который будет встречаться в финале с Евгением Жербаевым. Вот этот финал, мне кажется, да, самый интересный из всех. А также Александр Авелов вчера всех нас порадовал, да, в категории 61 килограммов. Он вышел в финал, разгромив со счетом 8-0. Или нет, 11-1, да, соперника из Уфы Альберта Тумат. Который, да, кстати, является чемпионом России среди студентов нынешнего года. И вот такие вот результативные показатели у нас в нашей сборной пока что, да, громко тоже не будем говорить, будем, как говорится, следить за развитием событий. Но вот в утешительной стадии, да, очень много молодых спортсменов себя очень хорошо проявили, да? Да. Вот кого бы ты подчеркнул из молодых ребят? Я бы сразу отметил, да, Арсена Кононова, который в утешительной программе боролся с Серназаром Акматалиевым. Он его выигрывал, да. Да, нет, извиняюсь, с Сулукбеком Жалдашбековым, победителем первенства мира. Да. Наш молодой борец оказал именитому спортсмену очень хорошее сопротивление. Мог выиграть, но там счет был 18-16. Да, на манере волейбольного, да? Да, волейбольный счет. И да, вот перед вами на экране также яркий, молодой, перспективный диджей. Да, Далан Петерсон, его прозвище. И вот перед вами тоже на турнире Дмитрия Петровича Коркина он проводит свою работу. Да, ну это очень модно, да, в таких соревнованиях, вот специальный диджей. Ну и надеюсь, сейчас скоро, через пару мгновений, уже состоятся наши жаркие и долгожданные поединки. Так что, уважаемые телезрители, оставайтесь с нами и станьте наблюдателями торжественной церемонии. Яна түйәри, мен бүгін тағыстым кен алақ сүрдігер. Күйірақтан чынкын ас қорақтақ, айылғы моғыды көңілге ұңырда. Соғылыр, әйгі көтіғ үтмен асырулан. Соғылыр, сүрақ бидер дәғіт көңілге кінаттан.
матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А слезы тем не менее, а слезы тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земли и видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не та ледяная сила. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
теряющийся в бесконечности небосклона. Чем ярче она горит, тем больше пространства вокруг себя озаряет. И есть среди сомнища светил те, чей свет нескончаем. Они продолжают дарить тепло и притягивать взоры даже после того, как погаснут. Жизненный путь Дмитрия Петровича Коркина словно свет удивительной, яркой, необычайной звезды, которая до сих пор продолжает восхищать своим сиянием. Учитель русского языка и литературы, тренер-педагог из якутской глубинки в результате многолетнего упорного труда добивается выдающихся успехов, навсегда оставив след в истории советского и мирового спорта. Им подготовлено 4 заслуженных мастера спорта Советского Союза, 13 мастеров спорта международного класса, 175 мастеров спорта СССР, воспитаны чемпионы СССР, Европы, мира, Олимпийских игр. Его воспитанники являются гордостью нации, прославившие Якутию не только на всю страну, но и на весь мир. Büyüm kıyarından, onunla bilinç yerden, düzgün bilimin karşılamakta, John Novorin yer, Gölgi hakemden ve demden eğilir devin. Немеркнущая звезда легендарного тренера горит и сегодня. Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина вновь собирает всех нас вместе. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. We now give the floor to Mr. Sergei Mesnikov, Deputy Chairman of the Government of the Republic of Sakha-Yakutia. Ütüekehinen kündü doğuttor, ıdıktavıla kılcıttar, Sakha Sevit Bukavaralıqtaqtara. Ehgetini bihigi ulu trener bıt Dmitry Petrovich Korkin, Alban atıgara anamмыт andı jutağa kürak ıtılla turarından iş sürek bittene kadar dimin köngülle. Уважаемые друзья, уважаемые участники, гости, разрешите от имени главы республики, от имени правительства Республики Саха-Якутия поздравить вас с успешным проведением международного турнира памяти выдающегося тренера якутского народа, памяти Дмитрия Петровича Коркина. Мы с вами проводим уже 15-й турнир, посвященный памяти Дмитрия Петровича Коркина. И каждый раз все якутяне с нетерпением ждут этого события. Мы ждем участников со всех уголков мира, со многих регионов России. И очень рады, что каждым годом уровень организации проведения соревнований и участники все больше и больше привлекаются в наш турнир. Вольная борьба – это один из самых любимых и популярных видов спорта нашей Якутии. И тому является подтверждением сегодняшний полный практический зал спорткомплекса «Триумф». Спасибо вам большое, уважаемые наши болельщики, любители спорта.
развитию вольной борьбы способствовал, немалый вклад внес именно Дмитрий Петрович Коркин. Своим талантом он привлекал внимание многих простых ребят из уголков нашей республики. Он доказал всем о том, что своим усердным трудом, волей к победе можно добиться вершины Олимпа. И работа по увековечению памяти Дмитрия Петровича в нашей республике продолжается. В прошлом году, в год 95-летия Дмитрия Петровича Коркина, была проведена работа по изданию книг, была постановка на сцене Саха-театра, посвященной жизни и работе Дмитрия Петровича Коркина. Также в этом году, буквально недавно, на экранах кинотеатров нашей страны, республики, вышел новый фильм «Триумф», который правдиво показал жизнь и работу Дмитрия Петровича Коркина, его усердие, показал всему миру, что своим желанием и усердным трудом можно добиться успеха в своей жизни. Простые якутские ребята, такие как Сахача, Роман Дмитриев, Павел Пенегин, Александр Иванов, добились вершины спорта как в России, так и в мире, а также в Олимпиаде. И такая работа обязательно должна вестись и в будущем. Мы должны передавать будущему поколению светлую память о наших выдающихся спортсменах и о нашем выдающемся тренере Дмитрии Петровиче Коркине. Уважаемые друзья, желаю всем приятного просмотра, ярких впечатлений, а участникам, спортсменам успешного выступления на якутском ковре. Внимание! Звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Attention! The national anthems of the Russian Federation and the Republic of Sakha-Yakutia.
Сегодня в зале присутствуют супруга Дмитрия Петровича Коркина, Александра Семеновна Коркина и дочь Дмитрия Петровича Гея Дмитриевна Коркина. В знак признательности и уважения примите, пожалуйста, эти цветы. Начинаем торжественную церемонию вручения наград. Указ главы Республики Саха-Якутия за выдающийся вклад в пропаганду и развитие физической культуры и спорта, активную общественную деятельность в реализации государственной политики Республики Саха-Якутия по формированию здорового образа жизни присудить посмертно государственную премию Республики Саха-Якутия имени Дмитрия Петровича Коркина в области физической культуры и спорта с присвоением звания лауреата Сивцеву Ивану Николаевичу, тренеру-преподавателю спортивной школы Олимпийского резерва «Барагонцы» Усялданского улуса, заслуженному тренеру Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Награду получает сын Ивана Николаевича Джулустан Иванович Сивцев. За заслуги в области физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия многолетний добросовестный труд присвоить в почетное звание заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Петухову Семену Гаврилевичу, тренеру-преподавателю спортивной школы Олимпийского резерва «Барагонцы» Усялданского улуса, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. В эти дни в кинотеатрах Республики Саха-Якутия состоялась премьера фильма «Триумф», посвященный 95-летию якутского советского тренера по вольной борьбе Дмитрия Петровича Коркина. Он рассказывает историю великого тренера и его воспитанников, покоривших Олимпийские игры. Фильм «Триумф» – это не просто спортивная драма, это история о силе духа, упорстве и стремлении к победе. Он рассказывает о непростом пути якутских борцов и их тренера к олимпийскому пьедесталу, о трудностях, с которыми они столкнулись, и о том, как их достижения стали символом спортивной славы Якутии. These days, the movie Triumph, dedicated to the 95th anniversary of the Yakut Soviet freestyle wrestling coach Dmitry Korkin, premiered in cinemas of the Republic of Sakha-Yakutia. It tells the story of the great coach and his pupils who conquered the Olympic Games. The movie Triumph is not just a sports drama, it is a story about strength of spirit, perseverance, and the desire to win. It tells about the difficult path of Yakut wrestlers and their coach to the Olympic podium, the difficulties they faced, and how their achievements became a symbol of Yakutia's sports glory. Töbönnen ürtük bal, tenkir szímel tahtele, hejte, hejte. Irbet tanga öbügelerde, onna olak sagar, enere, enere. Tegitler etsin tutak, örgöy çıpçalın bilerike.
koyar belemler, belemler. Ubaydan çıpçalların, salavut soğan soğanların katılar. Degitler etsin tutak, örgey çıpçalın bileri Ну что, привет, Якутск, привет, Саха, привет, Россия! Давайте поаплодируем друг другу! Вновь звание борцовской столицы нашей страны достается Якутску. Вновь лучшие представители древнейшего единоборства собрались здесь, чтобы подарить вам красоту настоящей борьбы. Ну а я знаю, что Якутск, несмотря на еще и, скажем так, звание самой холодной столицы России, умеет дарить теплые эмоции. И сейчас я хочу услышать, как здесь встречают гостей. Друзья, давайте пошумим так, чтобы борцы, которые готовятся к выходу, нас услышали. 3, 2, 1, Саха, вы здесь! Вот это неплохо! Я знаю, что триумф, когда здесь проходят борцовские схватки, триумф ходит ходуном. Здесь всегда очень громко. Ну и давайте устроим с вами небольшую перекличку перед тем, как на этот ковер выйдут будущие чемпионы. Все будет очень просто. Я говорю «мы», вы отвечаете «Саха». Я говорю «мы», вы отвечаете «победим». Я думаю, все поняли. Это предельно просто. Поэтому поехали. Мы! Так, вот здесь я прям вижу, один человек молчит, этого быть не должно. Все, каждый, кто пришел сегодня на этот прекрасный на турнир памяти Дмитрия Петровича Коркина, давайте соберемся и как следует пошумим. Мы! Отлично, аплодисменты друг другу! Усложняем задание. Теперь я говорю «мы», вы отвечаете «Россия». Я говорю «мы», вы отвечаете «победим». Давайте еще раз. Мы! Молодцы! Ну что, друзья, пришла пора
открывать наш турнир. И первыми на ковер выйдут представители весовой категории до 61 килограмма. И это будет финал за бронзу. В красном на ковер приглашается Петр Константинов! На ковер приглашается его соперник в синем Яков Павлов! Итак, дорогие друзья, у нас начинается первая схватка за бронзовую медаль. На ковре Петр Константинов, Республика Саха-Якутия, и Яков Павлов, Оренбургская область. Но сразу отметим, что Яков Павлов, он наш борец, воспитанник Якутской школы борьбы. Да, два действительно ярких представителя Якутской школы борьбы, которые представляют именно данную весовую категорию 61 килограмм. Оба являлись в свое время лидерами и являются лидерами этой весовой категории в нашей республике. И вот перед вами бронзовый призер первенства мира среди юношей, чемпион первенства России среди юношей и чемпион мира по борьбе Хапсагай, да, вот в частности Петр Константинов, уроженец Вилюйского района. И напротив него занявший пятое место на чемпионате России этого года, да? Да. Этого года уроженец Тампонского района и имеющий корни также Самгинского района Яков Павлов с синего угла. Да, ну я бы сказал, что здесь шансы на успех у обоих борцов 50 на 50. Да, 50 на 50. Да, ну, наверное, Петр Константинов будет чуть поопытнее, да, все-таки. Хотя, не знаю, да, Яков Павлов сейчас этот год проводит очень успешно. Он становился, да, призером чемпионата республики Николая Тарского. А Петр Константинов долгое время был лидером категории, но что-то, да. Да, куда-то пропал, можно сказать, да. Ну, возможно, травмы какие-то были, может, подлечивал. Но, тем не менее... Если... Он, да, в обойме сборной всегда был, но таких больших, серьезных результатов, ну, как хотелось бы, не добивался, да? Ну, если исходить по ситуации на сегодняшний день, да, то у Якова Павлова, наверное, более объемный год сложился, да, и более такой богатый, урожайный опыт, можно сказать, получился. Он очень много соревнований объездил, да, Яков Павлов, и у него нынче багаж опыта и багаж именно объема чуть побольше, наверное, чем у Петра. Именно в вольной борьбе. Да, все верно. Да, ну пока идет очень равная борьба. Ищут. Бал. Идет, да, в завязке, на руках. Бал дают Петру Константинову за счет того, что, ну, за счет активити тайма. У Якова Павлова активити тайм загорелся по истечении нескольких секунд, можно сказать. И да, ребята ищут подход, ищут моменты, которые можно провести, какой-нибудь эффектный прием, который принесет нужные баллы для достижения победы. Трибуны, как уже ранее говорили, уже практически полностью заполнены, и все ждут с нетерпением побед якутских борцов. Да, и если я не ошибаюсь, то это, да, полуфинал чемпионата республики этого года проходит. Тогда
Да, Петр Константинов вышел победителем. В Усть-Алданском, да, по-моему? Да, в Барагонцах проходил. В совершенно новом зале, да? Да, к столетию Николаевича Тарского. И первый период у нас 1-0. Пока ведет Петр Константинов. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы борцы показывали более такую открытую борьбу. Зрители хотят увидеть броски, приемы, захваты, зацепы. Ну, пока так, да? Да, и вот наш уважаемый тоже человек, серебряный призер Олимпиады Александр Николаевич Иванов тоже постоянно вот этот момент подчеркивает, постоянно говорит, что нужно искать моменты, выходы, ходы, чтобы совершить какое-нибудь эффективное действие, а не стоять и толкаться. Да, но другое дело, что борцы здесь друг друга очень хорошо знают, Да. потому что вот 61 килограмм они в этом весе выступают много-много лет, да? Да. И будь то всероссийские соревнования, то или республиканские, разного уровня, то они всегда вот в этом категории встречаются. Ну и на тренировочных мероприятиях тоже, наверное, в парах. Да, не раз возможно, я не исключаю. Но бывают, да, такие моменты, когда вот борцы одной весовой категории вообще никогда не стоят в парах. Чисто принципиально, да, Да, можно принципиально сказать? стоят. Такие моменты, да, встречаются. Да, ребята схлестнулись в обоюдный захват. Ну, если сейчас ничего не произойдет, то по правилам, Да. негласным, да, Петру Предупреждаю. Константинову, да, уже дали 30 секунд. Уже дали. Так, наблюдаем. Ну, Петру тут надо уже что-то сделать. Если он сейчас балл отдаст за счет активити, то уже как бы Будет меньше уже, 2 минут, да, да, останется. Так, ну, еще раз хочет. Нет, ну вот, Да. сначала предупредил, по идее. Тут в табло Activity Time поставили. И хотел он только Да. Activity дать. Тут, Ну, ничего, сейчас уже да. будет 1-1. И впереди уже Яков Павлов. Очень, да, скромный борец, трудолюбивый Яков Павлов. И вот очень такой один интересный факт. Вот Яков Павлов является практически моим ровесником. И, ну, в те времена, когда он вообще, ну, самые вот такие соревновательные годы, да, у него ни одно ухо не было поломано. Да. И вот уже, когда он вышел во взрослый ковер, у него уже, ну, 2 уха. Ну, чуть не узнать человека, можно сказать, сзади, когда будет стоять. А так вот, тоже интересный факт. Все время уши сберегал, и вот, когда вышел во взрослую борьбу. И да, И первое техническое действие в этой схватке за минуту до конца Якову Павлову удается вытолкнуть, да, соперника. И уже 2-1. Но от этого ничего не меняется. Константинову все равно надо забрать хотя бы 1 балл, чтобы сравняться. И уже он будет впереди. да, времени остается совсем ничего. Тут нужно уже включаться Петру Константинову. Тут наоборот, как бы Яков Павлов, да, ищет вроде больше борьбу. Да, ну он все правильно делает, не дает, да, продышаться. И еще хочет, там заступа не было. Да. Одна нога только наполовину ушла за ковер. Стопа, имею в виду. 15 секунд. Петр хочет рискнуть. Да, ну, терять нечего. Едва не удается. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, концовка пошла Да, здесь. тут надо уже что-то сделать. Да, ну, заслуженная победа, я считаю. Яков Павлов, у него было больше желания, мне кажется, да, победить в этой схватке. И поздравляем Яшу с бронзовой медалью. Ну, И ничего страшного, что он представляет Оренбургскую область, да? Да, конечно, он наш. Наш парень. Поздравляем действительно Якова Павлова, его родственников, друзей и всех, кто знает его. А наверняка вы сейчас за своего парня тоже сильно порадовались. И да, вот такие элементы шоу тоже бодрят, да, можно сказать, болельщиков. Не только болельщиков, но и, наверное, организаторов, которые весь день смотрят борьбу. А это знаменитый шоумен Гивит Валквадзе.
ринг-анонсером иногда выступает, да, на больших крупных мероприятиях спортивных, в частности. ПВЛ, подобный в рестлинг-лига. Да, он очень известный в спортивных кругах. Да. И у нас уже финал начинается, дорогие друзья. В этой же весовой категории 61 килограммов. Тувшин-Тулга Тумен-Белек, 33-летний борец из Монголии, опытнейший, титулованный призер чемпионата мира, финалист Ярыгинского турнира, многократный участник и медалист чемпионатов Азии. Да, и сейчас объявят соперника. И Александр Авелов, Нюрбинский район, уроженец, тренируется под руководством Будимира Яковлева, личный тренер Будимир Григорьевич. Да, и видим, что на лбу, да, есть осадки, да, вчерашних схваток. Ну, очень такой тоже бойкий парень, Александр Авелов. Да, боец на ковре. Да, боец на ковре. Вот он, Будимир Григорьевич, подает воду. Ну, здесь шансы 50 на 50. Да. Тоже любой финал, конечно же, у обоих шансы равны. Ну вот Александр, надеемся очень сильно о том, что приготовил какие-то заготовки, да, домашние для Тумен-Белега, Тувшин-Тулги. Но тем не менее, соперник очень именитый. На стороне, да, монгола все-таки богатый опыт. А на стороне Авелова это, конечно же, домашние стены, болельщики родные, которые будут его, да. Да, действительно, когда вот такого рода проведение соревнования, вот, болельщики, да, очень сильно помогают. Да, помогают. В футболе болельщиков называют, да, 12-й игрок. Да. Так, схватка началась. Ну, тут мы, конечно, заинтересованные лица получаемся. Болеем очень сильно за нашего земляка Александра Авелова. Да, безусловно. Да, и даже бывают такие моменты, когда хочешь просто молча посмотреть, да. В этом весе 61 килограммов было 34 соискателя наград. И в финал пробились вот эти двое, Александр Авелов и Тувшин-Тулга Тумен-Белек. Первое предупреждение арбитр дает сопернику нашего борца. Достаточно уверенно Александр вышел в финальную часть, да, данных соревнований. Когда, как ты вчера подчеркнул, да, Александр, у Тумен-Белега очень такие тяжелые схватки проходили. Да, и соперники, мне кажется, у монгола были посерьезнее. Хотя и у Авелова тоже были очень сильные соперники, в том числе и в полуфинале. Альберт Татумат выиграл наш борец очень уверенно. 11-1, по-моему, да, вчера? Да, Авелов выиграл тувинца. Баяндуева тоже, да, Александр? Да, во втором круге Авелов выиграл Жаргала Баяндуева, одного из лидеров бурятской сборной. Да, и, ну, может быть, некоторые наши телезрители тоже задались вопросом, почему сразу 61, да? Ну, хотим пояснить, что как и вчера, как и в полуфинальных поединках, весовая категория 57 и 74 килограмма, сразу, да, предупредим, будут бороться в завершающей программе данных соревнований. Да. Вишенка на торте, да? Вишенка на торте, на десерт. Лев Павлов и Виктор Рассадин, наши тоже большие надежды в этом спорте, будут завершать сегодняшний день. Ну, мне кажется, это не только чтобы удержать зрителей, да? Да. А вообще вот, как бы, концовка должна быть сладкой, да? Да. Запоминающейся, чтобы зрители на протяжении, да, всего вечера ждали этот момент финальный. Да, действительно, это так и есть. Ну и Александр Авелов с Тумен-Белегом Тувшин-Тулгой. 1-0 ведет борец
в красном трико, представляющий сборную Монголии. Здесь цена золотой медали, поэтому Да. борцы особо не рискуют. Больше, аккуратно. да, работают над ошибками своего соперника. Редко бывает, когда вот финалы проходят, да, результативно. Да, тут уже завершился первый период. 1-0. Авелов впереди. Да, ребят очень хорошо сейчас настраивают. На ваших экранах главный тренер сборной республики Вадим Эдуардович Семенов и его личный тренер Будимир Яковлев. Да, Будимир Григорьевич Яковлев. Команда Монголии, да, завсегдатай наших турниров, будь то турнир памяти Коркина, будь то мемориал Романа Дмитриева. Всегда приезжают, проводят с нашими борцами. Да, и немало ребят с Монголии закончили Чуропчинский госинститут, да, физкультуры и спорта. Тоже немало ребят. Очень хорошо разговаривают на якутском языке. Тоже очень интересно. Ну, сейчас Авелову надо что-то придумать, потому что вот если так дальше пойдет, то следующее предупреждение будет в сторону Авелова. Хотя нет, здесь, да, арбитры дают еще второе повторное предупреждение Туменбелегу. Я, в принципе, с этим согласен, потому что, да, Авелов стоит, да, в центре ковра. Ищет борьбу. Только сейчас он немного сдал. Да. Так, остается 10 секунд. Ну, по идее, надо, да, уверенно приемами, да, наверное, набирать баллы. Вот такими действиями тоже баллы набирать. Это как бы, ну, не очень зрелищно именно для уважаемых зрителей. Да, счет 1-1. 1-1, дорогие друзья. Да, я немного запутался или... 1-1, Авелов Александр впереди. Ну, не думаю, что Александр будет сохранять свой победный балл. Сейчас надо что-нибудь сделать. Да. На контратаке поймать нашего именитого соперника. Тут очень хороший обоюдный захват стоит. Вот еще раз. Опа! Ну, здесь слив. Да. Туменбелек хотел сделать тоже такой один из коварных приемов. Вертушка под названием. Но у него это не удалось, и случился срыв приема. Вот, как будто, ну, такое чувство, да, можно сказать, что Александр Авелов очень волнуется. Опа! О, да, красиво! Вот это коронный бросок, да. 4 балла! Очень хорошо так подвел и очень красиво сделал этот прием, но... 1 балл, да, монгол отвитал. 2-5 в пользу. Очень красиво совершила такой технический прием под названием бедро. Но тем не менее взял свои 4 балла и не смог удержать его на опасное положение на туше. Тем самым Туменбелек Тушенбурга сделал переворот и получил балл. Счет 5-2. Времени остается не так уж и много. 24 секунды. И скрещивая пальцы, держим кулаки за нашего Александра Авелова. В народе его очень хорошо так Шуриком называют. Болеем за нашего Шурика. Тушенбурга будет сейчас пытаться рисковать. О, Авелов. Сейчас ему дадут, да, сопернику балл, но ничего. 2 секунды. Предупредили, да? Да. Если убежишь, дам балл, сказал арбитр ковра. И Александр Авелов. Мы поздравляем Сашу Шурика. Красавчик. Да, действительно, Александр Авелов в очень хорошей форме сейчас находится. Вот тоже парень очень скромный, да, звезд неба у него не хватает. Да. Но
Будем очень надеяться, что с этого турнира он получит трамплин и станет лидером не только нашей команды, и будет успешно выступать и на других соревнованиях тоже. Да, поздравляем наших уважаемых телезрителей, жителей Республики Саха-Якутия, в частности, жителей Нюрбинского района, с тем, что ваш земляк и наш земляк, да, парень с Республики Саха-Якутия. Да, он ждал, когда соперник его выхватит, да. На обоюдный, да? Да. И сразу же бросил. Да, Александр молодец. Действительно очень такую трудоемкую работу сделал и стал победителем 15-го международного Авелова, турнира. да, кстати, есть очень интересное достижение. Он является чемпионом мира среди школьников. Вот такой интересный турнир под таким названием проводился в Индии, в Нью-Дели. Да. Будучи там, учась в 8 или 9 классе, он выиграл, скажем так, школьный чемпионат мира. Школьный чемпионат мира. Ну, это не удивительно, потому что есть и соревнования, Олимпийские игры среди юношей, да? Ну да, уважаемые телезрители, посмотрим далее торжественную тоже часть. Айылға артықтарын да баян, айығыпта сақа жоно, арчылана аянныға, айгыра бар, аймала аныда бар болуға, сақа сарын сарсыңыда, саргылана тұтсуға. Да, очень хорошее исполнение песни в исполнении ансамбля Туймады, да? Беги барбыт сахалар. Песню очень хорошо, так волнующе спели. Ну и, наверное, не зря, потому что после успешного выступления Александра Авелова еще сильнее, наверное, зарядили публику, да? Ну и спортсменов, которые готовятся выходить на ковер. Дополнительная порция, да, мотивации и патриотизма. И Абаз Гаджимагомедов, дорогие друзья, самый титулованный участник нынешнего 15-го турнира Дмитрия Коркина, дагестанец Абаз Гаджимагомедов, двукратный чемпион мира,
чемпион Европы, обладатель Кубка мира личного, а также 4-кратный чемпион России. Да, безусловно, Абазгаджи Магомедов является самым титулованным спортсменом. И не менее титулованный спортсмен сидит у него в углу, да, Ахмед Усманов. Да. И его соперник Чаян Монгуш. Чаян Монгуш. Из Иркутской области. Его брат, по-моему, выступал, да, тоже в бронзовом финале, да? Кежик Монгуш, по-моему, его звали. Да, ну, здесь фаворит один, сразу скажем, это Абазгаджи Магомедов. Хотя посмотрим, да, у тувинцев характера не... Да. Чаян Монгуш является действующим чемпионом России среди студентов. Тоже приезжал, очень ярко выступил и стал обладателем золотой награды чемпионата России по студентам, который проходил в Полтиннике. И сейчас он вышел в финал и борется с лидером, да, можно сказать, одним из лидеров этой весовой. Ну, наверное, к лидерам только-только будут подходить, да, в данной весовой категории. Но, тем не менее, он является действующим лидером, можно сказать, в 60. Ну, серебряный призер чемпионата России в категории 65 килограммов. Ну, только-только вышел в этот вес. Ну, уже освоился, да, можно сказать. Да. Вчера Абазгаджи провел 3 или 4 схватки. Не отдал соперникам ни одного балла, всех выиграл. Досрочно, да? Досрочно. По-моему, даже всех в первом периоде, да. 10-0. Показывал различные приемы. Очень хорошие такие, вроде бы на первый взгляд простые приемы делает Абазгаджи Магомедов. И сразу же переводит соперника на ковер, зарабатывает. Ну, сейчас перекат должен сделать. 2 балла по-любому сейчас будет. Да, далее. Ну и сейчас, как говорится, будем смотреть внимательно, что будет делать Магомедов. Тут тоже опасное положение занимает Абазгаджи Магомедов. Чаян Монгуш защищается. Да, Магомедов никогда не стоит, все время ищет атаку. Да, и у него антропометрия очень интересная. Во-первых, у него руки, ноги очень длинные, да? Да. И говорят, очень сильные руки. Да. Ну, мне тоже спортсмены рассказывали, что когда стояли в парах на сборах с Магомедовым, то вообще, да, если хоть за ногу прихватит, то не отпустит. Да, очень вязкий такой спортсмен. Да, и опа, вот очень хорошо делает, вроде бы. Опа! Да, и поймал. Тувинцы очень хорошо этот прием делают. И вот свидетельством тому является, вот, когда Кулар, да, действующего олимпийского чемпиона, таким же приемом, ухватив, ну, зацепив ногу, перевел. 2 балла заработал все-таки Чаян Монгуш. И не стоит, наверное, даже забывать, что этот прием также используется широко в борьбе Хапсагай. Да. Опа. Да, ну здесь забрал руку, и отсюда еще 2 переворота. 8-2. Моментально счет стал 8-2. Секунд 20 назад было 2-2, да? Не успели мы оглянуться уже. Тем не менее, Чаян Монгуш, если бы развил этот момент очень хорошо, то получилось бы очень интересно. Да, был момент, когда, да, Абазгаджи Магомедов хотел спуститься на категорию 57 килограммов, да? Да, такие моменты тоже разговоры были. Он даже пытался, выступал на Ирыгина. Потом, да, все-таки на чистые 57 он не смог, да. Да, тяжеловато, наверное. И еще один хороший перевод через руку. 10-2. Ну, тут единственный вопрос, наверное, да, продержится ли до второго периода. Да, единственный. Чаян. Да, великолепный борец. Да, и если, да, объективно судить, да, то, мне кажется, Абазгаджи Магомедов
должен получить серебряную борцовку за лучшего борца турнира. Хотя не будем забегать вперед. Да. Есть у нас там и Виктор Осадин, и Лев Павлов, и да. Константин Капранов, которые тоже показывают хорошую борьбу. Но вот борьба Абазгаджи Магомедова — это высший пилотаж. Да, отдал всего лишь 2 балла, да? Я бы дал борцовку Магомедову. Да, Магомедову. Вообще, мастерство очень сильное пока показал, во-первых. Во-вторых, он очень технично выполняет свои приемы, без лишних каких-то запинаний. Да. И благодарит публику Абазгаджи Магомедов за теплый прием. Да, Магомедова здесь любят. Да. Якутские. Он тоже любит якутских болельщиков. Всегда это отмечает в своих интервью, комментариях. Вот, смотрим, благодарит. И смотрим яркие моменты. Смотрите, как он красиво делает, вроде бы на первый взгляд, простой перевод. Опа! И, кстати, вот интересный момент, да? Да. В детстве кумиром Абазгаджи Магомедова был Виктор Лебедев. Да. И он, будучи юношей, да, когда вот Виктор приезжал в Дагестан, он у него упросил трико с надписью «Лебедев». И помню, на каком-то турнире в Якутске Магомедов выступал в трико Лебедева. На спине прямо было написано «Лебедев», да. Очень интересно, очень такой интересный момент. факт. Да, также вы услышали из уст Александра, уважаемые телезрители. И у нас сейчас, да? Да, ну в перерывах будут такие музыкальные паузы, что интересно и всем. Да, очень интересно, потому что это забавляет и отвлекает наших уважаемых телезрителей и уважаемых гостей данных соревнований.